Что такое абхазская государственность и чем она отличается от других? На эти и другие вопросы попытались ответить участники круглого стола «Идейно-политические проблемы восстановления абхазской государственности на современном этапе». По мнению кандидата исторических наук Гурама Гумба, в соответствии с социально-экономическими, политическими и культурными потребностями создается государственная система для создания условий развития своего народа. А все это возможно лишь только тогда, когда наличествует элита с единым взглядом и мировоззрением. Деятельность, которая исходит из, основывается на такой определенной идеологической основе. Абхазское государство должно отражать абхазское лицо, колорит, и одним из атрибутов должно стать судопроизводство. Об этом говорил в своем докладе кандидат исторических наук Виктор Авицба. По мнению Виктора Авицба, необходимо ввести в современную судебную систему республики элементы традиционного права. Однако это не значит, что нужно вернуться назад, превратить судебную систему в традиционную. На его взгляд, проблему можно решить сочетанием современного и традиционного права. Нужно изучать данную проблему, и нужны люди, которые это будут претворять в жизнь. Самые лучшие элементы нашего права поэтапно вводить в наше судопроизводство. Для этого нужно воспитать новое поколение юристов. Суди себя сам, потом суди других. Гениально сказано. А почему сказано? Какое самое страшное преступление у абхазцев? Назову два первых. Сейчас не буду играть в загадки. Первое – это богохульство, то есть тикум изгоняли с Абхазии. Второе – измена Родины. Еще, самый... И поэтому там были, конечно, там воровство скота, угон лошадей, но их быстро решали. А это были страшные преступления, которые наказывались изгнанием навечно из Родины. Не убивали. Надо работать, надо издавать, надо привлекать молодежь. Ты очень хорошо сказал, как ее о внедрении в жизнь нужно несколько тем подготовить, поручить и работать. Участники круглого стола делились своим мнением и рассматривали опыт других развитых стран. Древняя абхазская законодательная система являлась частью мировой законодательной системы, и сохранялась она в народной памяти и с помощью прецедентного права. И в этом была ее особенность. В обычных странах, развитых странах, где судебные системы развиты, многие системы, они используют эти досудебные разбирательства для того, чтобы не доводить до суда, и там мировые соглашения происходят. Поэтому этот институт, где совет старейшин, используя наше традиционное право, могло бы досудебное, для этого нужно, наверное, создать какое-то даже помещение такое, где могли бы заседать старейшины. Прошло 30 лет после восстановления нашей государственности, Это, в принципе, не такой большой путь. Те страны, на которых некоторые из наших жителей смотрят и видят там Эльдорадо, и такую красивую картинку, они строили государство не за 30 лет, и даже иногда не за 100 лет. Вопрос заключается в том, какое мы хотим государство. На каком фундаменте мы его будем строить? Конечно же, первично для нас фундаментом являются наши традиционные ценности, нравственные ценности. И, наверное, наступило время взять за основу эти нравственные ценности, возможно, кодифицировать и внедрять все эти ценности в нормативную базу и институционализировать это. По мнению участников дискуссии, не нужно бояться внедрять традиционные ценности во все институты власти. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.